Как вы оцениваете происходящие события в Грузии и способна ли дестабилизация ситуации в стране как-то повлиять на систему безопасности в регионе Южного Кавказа? Ну, у нас руководство нашей страны давало неоднократно оценки происходящим там событиям. Мы сейчас имеем в виду, в частности, внутриполитическую обстановку. Просто, к сожалению, увы, нужно уже говорить не столько о внутриполитической обстановке, сколько влиянии извне. Очевидно, что этот регион является исторически той сферой, которую почему-то западные страны полагают зоной своих исключительных интересов и считают, что могут абсолютно не обращать внимания на то, что речь идет не об их территориях, не об их, как им все время кажется, колониях, не об их зонах протектората, а на данном этапе современном молодом демократическом государстве, которое проходит, ну, в общем, не очень простую историю становления, но при этом, если говорить о народе, если говорить об обществе, то это, мы прекрасно понимаем, народ с огромной, длительной, очень интересной, богатой, насыщенной историей, сформировавший свою культуру не за последние десятилетия, она насчитывает сотни, тысячи лет. Вот все это, к сожалению, для многих на Западе не представляет собой никакой ценности и не имеет никакого значения, в отличие от нас. Мы прекрасно понимаем, что речь идет о государстве, стране, которая выстраивает свою государственность, уже исходя из новых исторических реалий. И полагаем абсолютно недопустимым вот такие грубые попытки не просто вмешательства, а, знаете, модерирования ситуации изнутри, через понятные институты, все их тоже хорошо знают. Так называемые НПО, так называемых, так сказать, общественных деятелей, которые во многом все это режиссируется извне напрямую. Не косвенно, не потому что они как-то так являются сочувствующими, а просто потому что это такие очень банальные, очень примитивные способы управления ситуацией извне. Ваш вопрос относительно, способно ли это влиять на ситуацию, на стабильность, на безопасность в регионе? Ну, конечно, собственно говоря, на это все и нацелено. Как вы понимаете, о благосостоянии, благополучии, безопасности народа и народов, проживающих на территории Грузии, и самой Грузии как общности, на Западе думают мало. И примеров тому как раз много, и в других точках мира и света, там, где идет такое живое моделирование ситуации, так сказать, западными политтехнологами, в последнюю очередь думают, как будет жить там народ. Нужна сиюминутная история. Нужна либо дестабилизация, либо сталкивание, стравливание, провокации, подтасовки, ну, все что угодно. Для каких-то вот сиюминутных интересов. Поэтому, да, к сожалению, это и имело, и имеет, и будет иметь влияние. Другое дело, мы видим, как, возможно, за счет того, что очень много за последние годы, десятилетия опубликовано, рассекречено, и появилась информация о методологии Запада. Может быть, потому что информация распространяется достаточно быстро и открыто, и все понимают вот эту самую внутреннюю историю, внутреннюю механику моделирования событий. Возможно, ну, по целому ряду причин многие уже начинают противодействовать вот этому расшатыванию ситуации, которое происходит через, так сказать, западное участие. Многие уже обладают неким, ну, плюс-минус, так или иначе, иммунитетом от подобных цветных революций или предтечи этих цветных революций. Не везде, конечно, это стопроцентная гарантия, не везде этот результат достигается в полном объеме, но так или иначе мы уже видим, что уже начинают отличать в разных странах, в разных регионах, как принято использовать в данном случае такую историческую цитату, зерна от плевел, да, и смотреть на результаты, а не просто слушать слова. Слова красивые, результаты, к сожалению, бывают порой печальные.